Добрый вечер, мы снова в эфире. Это значит, что в течение ближайшего часа команда телепроекта «Чечен-Инфо» представит вашему вниманию уже 5-й выпуск нашей программы. Напомню, по жанру это общественно-политический телевизионный журнал, который сверстан из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. Сегодня, в течение ближайшего часа, вы узнаете о наиболее значимых событиях, которые произошли в нашей с вами истории в апреле. Услышите краткую историю птенцов гнезда Магомаевых. Узнаете, как и в чем Грозный наступает на пятки Казани и что дает Чеченской Республике отмена статуса КТО. Команда информационного канала уверяет вас, что новости – это интересно, если к ним подходить с интересом. Итак, поехали! Обзор наиболее ярких событий прошедшей недели. КТО приказал долго жить. Минобразование планирует провести пробный единый государственный экзамен. Грозненский аэропорт готовится к получению международного статуса. Чего республика лишится с отменой статуса режима контртеррористической операции? И что получит взамен? Об этом в рубрике «Дайджест Инфо» рассуждает Тагир Салаханов. Эфир телеканала «Грозный» включен в сетку вещания пакета «Картина ТВ». В России стартовали выборы главного шамана. Чеченская девушка посадила в лужу знаменитую команду клуба знатоков. В Чеченской Республике зарегистрировано рекордное количество браков. Имеет ли чеченская столица объективные предпосылки для того, чтобы стать мусульманским центром России и составить конкуренцию Татарстану? Аргументы «за» и «против» в рубрике «Тема». Прибытие на Кавказ Льва Толстого, начало переселения в единоверную Турцию первых чеченских семей и отправка чеченского конного полка на русско-турецкую войну 1887 года. Кто он и откуда? Абдулмуслим Магомаев, первый профессиональный чеченский музыкант и талантливый композитор. Почему это имя затерялось в аналах чеченской истории? Обзор наиболее ярких событий прошедшей недели. 10 динамичных сюжетов и каждый из них мини-репортаж на актуальную тему. Информационным поводом для них может стать любое значимое событие минувшей недели. КТО приказал долго жить. Минобразование планирует провести пробный единый государственный экзамен. Грозненский аэропорт готовится к получению международного статуса. Все это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. На этой неделе председатель Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, директор ФСБ Александр Бортников прервал длившуюся более 2 недель фазу неопределенности относительно правового режима в Чеченской Республике. В четверг НАК объявил о снятии режима КТО с 0 часов 16 апреля 2009 года. Таким образом, прошедшая неделя стала первой официальной мирной неделей в республике с момента начала Второй Чеченской войны осенью 1999 года. Уже подсчитано, что борьба с терроризмом на территории республики длилась 3493 дня, что 2,5 раза дольше, чем Великая Отечественная. По самым приблизительным оценкам, в этой войне погибло около 5000 военнослужащих и от 10 до 20 тысяч жителей Чеченской Республики. Мы долго шли к этому дню и потеряли самое ценное, что у нас было – родных, близких, дома и имущество. Только наш род за время проведения КТО потерял 420 человек. Это дорогая цена, сказал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в связи с отменой режима КТО. Министерство образования и науки Чеченской Республики в целях определения реальной картины готовности учащихся к предстоящему единому госэкзамену планирует провести в апреле пробную сдачу ЕГЭ. Проведение самого госэкзамена запланировано на конец мая текущего года, и для его проведения во всех районах республики планируется организовать от 30 до 60 пунктов приема экзаменов. В ходе проведения планируемого пробного тестирования ожидается, что благодаря эксперименту учителя смогут выяснить наиболее точную картину уровня образования чеченских выпускников. Однако, учитывая результаты предыдущих тестирований, общая ситуация, по словам чиновников, складывается не очень утешительно, и потому объявлено, что результаты экзамена будут считаться успешными, если ЕГЭ сдадут хотя бы 40-45% от общего количества его участников. К настоящему моменту заявки на участие в ЕГЭ подали около 30 тысяч человек. Впервые экспериментальная сдача ЕГЭ в республике была проведена в 26 школах республики в 2008 году. В 2009 году ЕГЭ будет проведен в штатном режиме. Администрация Грозного готовится к приему гостей, планирующих приехать в республику на празднование Пасхи. Напомним, чуть ранее распоряжением президента в республике был создан оперативный штаб по подготовке и празднованию Христовой Пасхи. В задачи штаба входит обеспечение гостей столицы автотранспортом, питанием и организация праздничных мероприятий. Согласно плану, все необходимые средства на эти цели выделит региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. В
Подготовка к празднику идет полным ходом. Так, по словам мэра Грозного Муслима Хучиева, всем коммунальным службам города поручено организовать дополнительные дежурные группы для обеспечения чистоты улиц и проспектов, а также очистки и благоустройства городских христианских кладбищ. Кроме того, ожидается, что в дни Пасхи для гостей столицы будет выделено около 20 газелей и необходимое количество гостиничных номеров. Свыше миллиарда рублей администрация Грозного выделила на развитие образования в столице Чеченской Республики. Ожидается, что на эти средства для школ Грозного будут закуплены персональные компьютеры, спортивное, медицинское, столовое и другое оборудование. Отметим, что образовательной сфере власти столицы уделяют самое пристальное внимание. Так, в рамках нацпроекта образования городским департаментом образования разработана и утверждена муниципальная программа развития образования города Грозный на 2007-2010 годы. Программой предусматривается поощрение лучших классов и учителей общеобразовательных учреждений, поддержка талантливой молодежи, оснащение общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования современными учебными пособиями и оборудованием. Только за 2 последних года в рамках этой программы школы Грозного получили 72 предметных кабинета, 28 интерактивных досок, 45 комплектов ученической мебели, 54 компьютера, 6 школьных автобусов и 3 автомобиля «Газель». В текущем году использованная под посев сельскохозяйственная площадь станет на 14 тысяч гектаров больше, чем в 2008 году, сказал на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Чеченской Республики Абубакар Эдельгериев. По его словам, можно было бы достичь и больших результатов, но значительные участки бывших полей подлежат разоружению, поскольку есть опасность при проведении пахоты нарваться на мину. Глава министерства сообщил, что объем посева яровых культур на сегодняшний день составляет 55% от всех запланированных работ. Для возрождения садоводческих хозяйств под питомник также определена значительная земельная территория. Планируется, что на ней будут посажены саженцы различных плодовых культур. Закладка первых саженцев начнется уже осенью текущего года. Рамзан Кадыров одобрил работу министерства, при этом отметил, что результаты работы, проводимые по возрождению агропромышленного комплекса, должны быть очевидны уже в этом году. В Грозном подведены итоги республиканского конкурса на лучшее исполнение национального девичьего танца «Чеченская девушка». Организатором конкурса выступил Комитет правительства Чеченской Республики по делам молодежи. Цель конкурса – привитие традиционных норм исполнения и отказ от привнесенных в нее элементов, чуждых духу национального танца. В завершающем этапе конкурса по итогам оценок жюри приняло участие 5 финалисток. В первую очередь оценивалась пластика конкурсантов, артистизм и манера исполнения танца. В результате голосования победителем стала воспитанница танцевального ансамбля «Даймох» Амина Ахмадова. Всем победительницам вручены денежные премии и призы. По словам министра культуры Дикала Музакаева, проведение первого республиканского конкурса девичьего танца является логическим продолжением программы президента Чеченской Республики духовно-нравственного воспитания молодежи. Рамзан Кадыров встретился с членами официальной делегации, вернувшейся из поездки в Сирию. Депутат Госдумы Адам Делимханов, который возглавлял делегацию, проинформировал президента об итогах поездки. Он сообщил, что делегация провела ряд встреч, среди которых встреча со студентами из Чеченской Республики и встреча с представителями чеченской диаспоры в Сирии. Делимханов отметил, что по поручению главы республики всем чеченским студентам была передана адресная материальная помощь. Члены делегации также рассказали президенту о посещении места захоронения Эсид, дочери знаменитого религиозного деятеля XIX века Кунта Хаджи Кишиева, суфийского шейха, известного своими проповедями о мирном сосуществовании людей различных национальностей и вероисповеданий. В настоящее время в Сирии проживают около 20 тысяч потомков чеченских переселенцев, которые обрели здесь вторую родину во второй половине XIX века. Правительство Чеченской Республики официально заявило о готовности сотрудничать с Межрегиональным комитетом против пыток в деле защиты прав человека в регионе, заявил на медне заместитель председателя правительства Чеченской Республики Халид Вайханов. Это заявление последовало вслед за обращением председателя комитета против пыток Игоря Каляпина в адрес президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в котором было высказано пожелание тесного и результативного сотрудничества в интересах становления гражданского общества Чеченской Республики, Международного комитета и руководства Чеченской Республики. В ответном письме на имя руководителя комитета первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики по поручению главы республики заявил, что взаимодействие между Международным комитетом и правительством Чеченской Республики отвечает общим интересам народа и способствует укреплению прав, свобод и законных интересов граждан. Аэропорт Грозного готовится к получению статуса международного. По словам гендиректора Федерального государственного унитарного предприятия «Вайнах Авиа» Султана Сатуева, на территории аэропорта активными темпами идут строительные работы. Улучшается покрытие взлетной полосы. Одновременно идет ее удлинение по обе стороны на 150 метров. Ведется также реконструкция самого аэровокзала и прежде всего здания, в котором для пограничников и таможенников создаются условия работы. По словам Сатуева, все эти мероприятия проводятся с учетом технических и иных международных норм гражданской авиации.
Работы по реконструкции аэровокзала и прилегающей территории по расчетам специалистов займут месяц. Сатуев также сообщил, что параллельно с модернизацией аэропорта в Москве проходят переговоры с представителями Росавиации и Министерства транспорта России о предоставлении аэропорту Грозный международного статуса. О том, что главным событием прошедшей недели является отмена в Чеченской Республике статуса зоны проведения контртеррористической операции, сомневаться не приходится. Действительно ли ситуация в республике на этот час такова, что сохранение режима КТО не актуально? И что дает республике отмена этого статуса? Чего республика лишится в результате? И что получит взамен? Об этом рассуждает наш эксперт и аналитик Тагир Салаханов. Свершилось! Самое ожидаемое жителями Чеченской Республики событие наконец произошло. Чеченская Республика отныне не зона проведения контртеррористической операции. По предложению президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, Национальный антитеррористический комитет России принял решение об отмене статуса зоны проведения контртеррористической операции. Мы наконец-то будем чувствовать себя полноценными гражданами России. Данное решение, оно фактически констатирует то улучшение ситуации, которое мы видим, улучшение ситуации в Чеченской Республике. Строится новый город Грозный, строятся другие города. Мы уже видим, что в Грозном есть новые достопримечательности. Это уже город, который является и туристическим объектом. Все началось в конце марта на заседании Комитета по безопасности Госдумы Российской Федерации, проходившего в Грозном. Тогда президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился в НАК России с предложением снять с республики статус КТО. Комментируя свое обращение, президент Чеченской Республики в частности отметил: 31 марта соответствующие федеральные органы примут нормативный акт, прекращающий контртеррористическую операцию в республике и снимающий все ограничения, действовавшие в течение 10 лет. Тогда не случилось. НАК мотивировал свое решение тем, что вопрос надо доработать. Зато случилось теперь. Я уверен, что мы именно в экономическом плане будут изменения позитивные. Мы будем восстанавливать в республику, мы сейчас будет темпы увеличиваться. На улицах Грозного творилось нечто невообразимое. Чуть ли не на каждой второй машине развивались полотнища чеченского и российского флагов. Сигналящие машины перекрывали все остальные шумы большого города. Люди поздравляли друг друга. В общем, сторонний наблюдатель, наблюдая за происходящим, пришел бы к выводу, что сегодня в Чеченской Республике самый большой праздник. Так оно и было. На площади перед Государственным театрально-концертным залом состоялся митинг, организованный молодежными организациями. Чеченский дан, территория контртеррористической операции проводит дешевле, ошу проверяют десбош. Тогда что-то их дать свой дар был оркестр дан, вы аэропорт дан, вы сюда адвоч, вы хайз адвоч, вы дольче дан. Не только российский дан, звезд, мировой дан, звезд бош, спортсмен бош, вы дар хазу дар, я обертки, вы дар акту больше мастеры. Аллаху акбар. Действительно, ситуация в Чеченской Республике на этот час такова, что продолжение статуса контртеррористической операции не актуально. Почему? Во-первых, социально-экономическая и политическая обстановка в республике стабилизировались и имеют тенденцию упрочения. Республика завершила период восстановления разрушенного войной и вступила в фазу устойчивого экономического развития. Во-вторых, в республике нет ни полномасштабных, ни локальных боевых действий. Все боевые действия носят характер спецопераций, строго ограниченных по ареалу, времени проведения и количеству задействованных сил. В-третьих,
Количество активных участников незаконно вооруженных формирований не превышает и 100 человек. Бандиты действуют разрозненными группами и в основном занимаются убийствами мирных граждан. Ни сил, ни средств для противостояния регулярным войскам и правоохранительным органам у них нет. В-четвертых, народ Чеченской Республики определился в своей политической ориентации. 23 марта 2003 года на всенародном референдуме чеченцы абсолютным большинством голосов высказались за единую государственность Российской Федерации. Также в этот день принята и Конституция Чеченской Республики. Вопросы экономического развития республики сегодня становятся главными в Чеченской Республике. Обстановка достаточно стабильная, она, безусловно, не может никого расхолаживать, но тем не менее. Мы относительно недавно проводили заседание комитета в городе Грозном, выездное, в конце марта. Имели возможность лично каждый депутат, у нас там было 15 человек, встречаться с жителями, посещать объекты. И мы убедились в том, что действительно в республике идет очень серьезное строительство, создаются рабочие места, дети ходят в школы, студенты в вузы, хорошая атмосфера. Республика на подъеме. И с этой стороны, я думаю, это правильный шаг. Что же дает республике отмена КТО и чего республика лишается с его отменой? В республике уже давно нет необходимости в присутствии такого большого количества войск в силу ничтожности противника. Согласно постановлению об отмене КТО, все находящиеся в республике силы федерального подчинения будут выведены. Исключение составит 46-я бригада оперативного назначения и 42-я мотострелковая дивизия, расквартированные на постоянную дислокацию. Чечня, это, вы знаете, приграничный регион, это рубеж России, Кавказ, мы должны охранять. Мы видели последние события Южной Осетии. Любое время, чтобы могли достойно дать отпор врагам России, должны оставаться войска. Мы их приветствуем. Мы будем все для них делать, чтобы они достойно провели здесь службу. А наши ребята, чтобы служили и защищали целостность Российской Федерации, чтобы она всегда оставалась великой державой. Соответственно, будут упразднены такие печально знаменитые в народе блокпосты. Особые надежды связаны с ликвидацией поста «Кавказ-1», расположенного на границе с Ингушетией. Сколько исчезновений граждан, поборов с людей здесь произошло. Эти факты когда-нибудь скроются. Мы же поговорим о другом. Значительно снизится заработная плата военнослужащих, милиционеров и приравненных к ним лиц. Будут отменены надбавки, так называемые боевые, паевые, суточные и прочие приплаты. Все это понизит зарплату перечисленных категорий в 2-3 раза. Это, если можно так выразиться, единственный минус сулимой отменой КТО. Зато плюсов существенно больше. Наконец, в Чеченской Республике появится собственный таможенный терминал. Все грузы, приходящие в республику, будут растаможиваться непосредственно в Грозном. Это сэкономит время, деньги и нервы грузополучателей. Аэропорт Грозного получит статус международного и станет возможным прямое сообщение из Грозного с иностранными государствами. До сих пор ни один иностранец не мог прибыть в Чеченскую Республику, кроме как со специального разрешения Министерства иностранных дел Российской Федерации после прохождения длительных процедур. Сейчас это станет сделать гораздо проще. Вместе с тем, отмена КТО повысит инвестиционную привлекательность республики. Бизнес всегда стремится туда, где есть гарантия безопасности. Мы восстанавливаем, мы сейчас будет темпы увеличиваться. И благодаря это именно инвесторам, благодаря тем людям, которые сегодня хотят вкладывать в республику, сегодня хотят участвовать с нами. Это наши братья-мусульмане из арабского мира, это Европа, это Восток, Азия. Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами. Ну, не могли, так как у нас не работал аэропорт, у нас не было таможенной, а богатые люди всегда ищут безопасное место. Инициатива президента Чеченской Республики о отмене статуса КТО тогда вызвала бурную реакцию средств массовой информации и политических кругов России. Мнение политиков разного ранга, федерального и регионального, общественных деятелей, журналистов, бизнесменов можно было условно разделить на две категории. Тех, кто поддерживает отмену КТО, и тех, кто против ее отмены. В поддержку отмены статуса КТО высказались такие известные в России люди, как председатель Государственной Думы России Борис Грызлов, сенаторы Асланбек Аслаханов и Зияд Сапсаби, депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, журналисты Иван Сухов и Максим Шевченко. В списке тех, кто против решения об отмене КТО, тоже было немало известных имен. Депутаты Госдумы Аркадий Баскаев, Виктор Улюхин и Владимир Камоедов, журналист Юлия Латынина и глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. И если мнения первых сводились к трезвой оценке реальной ситуации, аргументации предпосылками политической и экономической необходимости для снятия статуса КТО, то вторые пугали страшилками времен лихих 90-х, иногда доходя в своих рассуждениях до комизма. Чего стоило утверждение известного специалиста по Кавказу в кавычках Юлии Латыниной.
По ее мнению, если все грузы из Турции и других мест будут проходить таможню в Чечне, то республика снова превратится в черную дыру, по примеру начала 90-х. Все это было бы смешно, если бы не звучало из уст журналиста, претендующего на звание летописца российской новейшей истории. В начале 90-х черной дырой была не Чеченская республика. Черной дырой была вся политика руководства России во главе с Борисом Ельциным. Чеченская независимость была инициирована именно его командой, и Джохар Дудаев четко выполнял распоряжения сверху. Дыры, которыми пугает обыватель Латынина, невозможны и в силу других причин. Сейчас республикой, как и страной, руководят умные, ответственные и патриотичные люди. И весь анализ их предыдущей деятельности позволяет надеяться на то, что превращение республики в черную дыру в их задачи не входит. А тех, кто ставит такие цели, они, будем надеяться, остановят, пока те не зашли далеко. Нечто подобное утверждает и депутат Госдумы Виктор Илюхин, уверяющий, что вывод войск усугубит ситуацию в республике. Тем самым государственный муж продемонстрировал полное незнание ситуации в Чеченской республике. За последние несколько лет не проводилось крупных войсковых операций. А в тех случаях, когда подразделения федеральных сил оказывались задействованными в спецоперациях, это были немногочисленные отряды армейского и милицейского спецназа, а также личный состав комендатур районов. Основную нагрузку в борьбе с бандформированиями сегодня несут сотрудники правоохранительных структур республики, и с остатками бандформирований они справятся и без поддержки федеральных сил. В Чеченской республике криминогенная обстановка в 31 раз ниже, чем в самом худшем субъекте. Что ж, любое значимое событие в жизни страны всегда будет предметом обсуждения и жарких споров. Любая точка зрения по тому или иному вопросу имеет право на жизнь. Для Чеченской республики отмена КТО не станет откровением. Просто подведена правовая база под уже существующее положение дел. Мы долго шли к этому. Мы потеряли все, что у нас есть ценное. Вот наше село, именно наш род, потерял 420 человек. И это мы дорого заплатили за мир, за стабильность, за процветание. Терроризм и религиозный экстремизм потерпели на чеченской земле сокрушительное поражение. Остатки бандформирований больше действуют на территории Ингушетии или Дагестана, нежели в самой Чеченской республике. Народ республики заявил о своем желании жить мирной созидательной жизнью. Так что отмена КТО – это не одолжение чеченцам, а признание реально существующего положения вещей. Но за всем этим кроется самое главное. Руководство Российской Федерации наконец-то признало, война в Чеченской республике окончена. Де-факто это произошло несколько лет назад, теперь признано де-юре. Знаете, мы должны поздравить наших сограждан российских, жителей Чеченской республики, с тем, что на территории республики сегодня юридически де-факто установился мир. Понимаете, они просто будут жить, как все наши граждане в России. Об этом люди мечтали, за это заплатили дорогой ценой. Миру вам, чеченцы, радуйтесь, мы победили. В следующей рубрике мы узнаем, что говорят о нас глобальные сети интернет. На прошлой неделе говорили о том, что эфир телеканала «Грозный» включен в сетку вещания пакета интернет-сервиса «Картина ТВ», о том, что в России стартовали выборы главного шамана, о том, что чеченская девушка посадила в лужу знаменитую команду клуба «Что, где, когда», и о том, что в Чеченской республике зарегистрировано рекордное количество браков. Об этом в рубрике «Ченет-Инфо». В среду примадонна российской эстрады Алла Пугачева широко отметила свое 60-летие. С днем рождения певицу поздравил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Сообщается, что встреча прошла в рабочем кабинете в Кремле, где на столе, за которым обычно проходит совещание, стоял торт со свечками, бокалы с шампанским и пирожные. Глава государства пожелал певице счастья и вручил государственную награду – орден за заслуги перед Отечеством. Поздравил Пугачеву и премьер-министр Владимир Путин, который пожелал ей новых достижений и несмолкаемых аплодисментов. От имени всех чеченских поклонников ее таланта поздравил певицу и Рамзан Кадыров. Глава республики подчеркнул, что Пугачева не просто великая певица и выдающийся российский гражданин, но и великая женщина, вызывающая восторг у всех почитателей ее таланта. Сообщается, что поздравительные телеграммы в адрес Пугачевой направили также президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Агентство «Грозный информ» сообщает о том, что на прошедшей неделе значительно увеличилась возможность чеченского телеканала «Грозный». Так, по сообщению агентства, телерадиокомпания «Грозный» включена в сетку вещания в систему интернет-просмотра телеканалов пакета «Картина ТВ», для просмотра которого достаточно использовать персональный компьютер с наличием интернет-подключения со скоростью не ниже 2 мегабайта. Сообщается, что в сетку вещания «Картина ТВ» входит 65 телевизионных и более десятка радиоканалов регионов Российской Федерации и стран СНГ. Напомню, что телерадиокомпания «Грозный» вышла на спутниковое вещание в декабре 2008 года. Вещание организовано через «Спутник Экспресс». Жители станицы Асиновская братья Мисирхановы переделали российскую «Волгу» в вездеход. При виде авто возникает мысль, что ГАЗ начал выпускать кардинально нового автомобиля, в котором сочетаются комфорт, практичность и повышенная проходимость. Внешний вид сохранился, но бросается в глаза большой клиренс. В автомобиле переделана трансмиссия, что позволяет ему обрести проходимость УАЗ-469 или БТР. Высокая проходимость достигается и тем, что все колеса крутятся вне зависимости от крена кузова. Применена в авто и мощная лебедка. Вместо обычного багажника глубокий объемный открытый багажник, который при желании закрывается тентом. В салоне все так же, как и в традиционной «Волге», за исключением рычагов, переключающих трансмиссию и отключающих один из мостов. Братьями отправлены письма на завод «ГАЗ», откуда ими получен ответ, что они, по сути, изобрели новый автомобиль, и им стоит обратиться в институт НАМИ в Москве. В интернете начались выборы верховного шамана России. Избирателям предстоит определить наиболее достойного из 188 кандидатов на данный пост. Выборы планируется провести в 3 этапа. На первом этапе в течение апреля-июня планируется отобрать 12 кандидатов. Согласно планам авторов проекта, во втором туре определятся 3 финалиста. Победитель станет известен, как обещают организаторы, аккурат к концу 2009 года. Сообщается, что один сервер Рунета имеет право на 1 голос в каждом из 3 туров. Сообщается также и о том, что победителем станет шаман, набравший максимум голосов интернет-пользователей. Примечательно, что среди кандидатов на пост главного отечественного шамана и некто Леонид Беспалов. Как сообщают пиар-менеджеры этого претендента, главный и весомый аргумент номинанта на верховного шамана России – это то, что Беспалов уже в молодые годы сумел предсказать войну в Чечне. Северокавказский мегафон запустил новую дополнительную услугу – безлимитный интернет-24, которая позволяет абонентам-пользователям мобильным интернетом в течение суток без ограничений по трафику. С подключением услуги ожидается, что в течение 24 часов с момента подключения пакета абоненты смогут постоянно находиться в режиме онлайн. При этом никаких дополнительных настроек мобильного телефона или компьютера не потребуется. Достаточно просто подключить услугу. Воспользоваться услугой могут абоненты всех тарифных планов сети Мегафон Северный Кавказ. Полный спектр услуг мобильной связи доступен жителям практически всех регионов Северного Кавказа, в том числе Чечни и Ингушетии. Сетью покрыто более 85% территории регионов, а также труднодоступные высокогорные районы и популярные горнолыжные курорты Домбай, Красная Поляна, При-Эльбрусе. Об этом сообщает российский PR-портал. В минувшую субботу в передаче «Что, где, когда» команда знатоков выиграла у телезрителей, но проиграла девушке из Чеченской Республики. Знатоки так и не смогли ответить на ее вопрос, чем мотивирована и как объясняется различная форма представленных знатокам 2 старинных кавказских кувшинов. Знатоки, конечно, догадались, что представленные их вниманию кувшины предназначены для воды, но про форму ничего сказать не смогли и проиграли вопрос. В итоге ее ответ пришлось озвучить ведущему программу. Дело в том, что старинные в Чечне женихи присматривали невест на роднике, и во избежание недоразумения незамужняя девушка должна была ходить за водой изящным тонким кувшином, а замужняя с кувшином бочкообразным. По итогам программы чеченская девушка получила приз и за лучший вопрос от телезрителей. В 2008 году в Чеченской Республике зарегистрировано рекордное количество браков. Об этом сообщает агентство «Грозный информ». Так, в прошедшем году супругами стали более 16 тысяч пар. По словам начальника республиканского ЗАГСа, такая активность стала возможной благодаря выдаче материнских капиталов, а также реализации в стране нацпроектов «Жилье» и программы по обеспечению жильем молодых семей. Сообщается также, что по сравнению с 2007 годом количество зарегистрированных в органах ЗАГСа браков увеличилось на
на 26%. Отмечается также, что намечена тенденция омоложения браков. Наряду с большим количеством регистрируемых браков на сегодняшний день зарегистрировано всего лишь 907 разводов. В прошлом году также было усыновлено 35 детей, причем семьями, в которых уже имеются свои дети. В ЗАГСе также отмечают, что в республике регистрируют браки представителей и некоренного населения. Прежде всего супругами становятся военнослужащие, дислоцированные на территорию республики, и жители республики из числа русскоязычного населения. В сети интернет развернулась острая дискуссия вокруг обращения петербургских законодателей к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой придать празднованию православной Пасхи статус общероссийского праздника. Участники дискуссии приводят аргументы как за, так и против нововведения. Так, противники праздника считают крайне неуместными подобные празднества в светском государстве, в котором рядом сосуществуют представители различных конфессий. Любопытно отметить, что одним из аргументов сторонников принятия положительного решения является то, что религиозные праздники являются государственными не только в подавляющем большинстве мусульманских стран, но и в мусульманских регионах России. В качестве примера приводится Чеченская Республика, в которой принято официально праздновать Курбан-Байрам, при этом особо отмечается, что это ни в коем случае не разделяет общество, а наоборот консолидирует. Премьера второго фильма из документального сериала «Третья мировая началась» под названием «Казино Террор» состоится 21 апреля в столичном доме кино, сообщает РИА Новости. Автор и генеральный продюсер картины Владимир Синельников, режиссер Вилен Визильтер. Фильм посвящен теме терроризма и рассказывает о наиболее громких терактах в современной мировой истории и самих террористах. Это Осама бен Ладен и Ясир Арафат. История с взрывом башен-близнецов в Нью-Йорке, теракты в Чеченской Республике и Израиле. По мнению авторов картины, геополитика и государственные интересы – большая игра, которую ввели и продолжают вести все государства мира. В этой глобальной игре правительства и спецслужбы многих стран часто разыгрывали и продолжают разыгрывать карту международного терроризма. Отсюда и название фильма «Казино Террор». В фильме участвуют известные политические и общественные деятели, бывшие сотрудники спецслужб, журналисты и политологи. 15 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил иск президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. 15 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил иск президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова к «Новой газете» и ее обозревателю Вячеславу Измайлову. Напомним, что 19 мая и 2 июня 2008 года в «Новой газете» были опубликованы материалы «В Чечне похищают близких друзей семьи Кадырова» и «История одного похищения», в которых выдвигались ложные обвинения в адрес главы Чеченской Республики в том, что он замешан в похищениях. Суд согласился с мнением истца о том, что информация не соответствует действительности и задевает честь, достоинство и деловую репутацию истца. При рассмотрении дела суд обязал редакцию газеты выплатить Кадырову 100 тысяч рублей, а Вячеславу Измайлову 10 тысяч рублей. Комментируя итоги рассмотрения исков, президент Рамзан Кадыров заявил, что взыскиваемую с газеты и Вячеслава Измайлова сумму он намерен передать обитателям Грозненского дома престарелых. Следующая страничка нашего тележурнала, как обычно, исследование того, что лежит за внешней стороной определенного события или явления. На этот раз мы попытаемся разобраться, почему считается, что официальный Грозный наступает на пятки Казани, и выяснить, имеет ли чеченская столица объективные предпосылки для того, чтобы в ближайшем будущем стать мусульманским центром России и составить конкуренцию Татарстану. Аргументы за и против в нашей постоянной рубрике «Тема». Бытует мнение, что Казань является мусульманской столицей России. Действительно, до начала 21 века многие показатели Татарстана позволяли ей стать одним из наиболее вероятных претендентов на статус столицы российских мусульман. В принципе, так оно и есть. Однако события последних лет показывают, что в этом вопросе столица Татарстана наступает на пятки, и у нее есть довольно серьезные конкуренты. В этом вопросе мы рассмотрим вовсе не Москву, Уфу или Нижний Новгород, которые, к слову, тоже претендуют на товарный знак исламской столицы России, а присмотримся к главному городу Чеченской Республики – Грозному. На данный момент в Татарстане проживает 2 миллиона татарского населения. С учетом других мусульманских народов в Татарстане насчитывается более 2 миллионов этнических мусульман. Аргумент, конечно, весомый, но не самый главный. Далее, осознавая, что Казани дышит в спину власти Татарстана, в последнее время прилагает довольно серьезные усилия в желании сохранить роль Казани в исламской составляющей в Российской Федерации. К
К примеру, только за последние несколько лет в Казани прошли такие крупные мероприятия, как Международный фестиваль мусульманского кино, совместная выставка Лувра и Эрмитажа «Исламское искусство от Китая до Европы», Международная инвестиционная конференция Исламского банка развития и Международная конференция Академии наук исламского мира. Однако при всей серьезности этих заявок, активизировавшейся в последние годы столицы Чеченской Республики в связи с открытием новой мечети сердца Чечни, созданием нового исламского университета и ряду проведенных мероприятий международного уровня по исламской тематике, убедительно демонстрирует, что Грозный также стал претендовать на лидирующие позиции в этой сфере. В этом утверждении показательны, кстати, последние предложения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова по учреждению в России должности единого муфтия и инициирование вопроса введения в России института многоженства. Не менее убедительны в этом плане и особая роль официального Грозного в развитии отношений с исламским миром ближнего и дальнего зарубежья. При этом отметим, утверждение Грозного как альтернативного исламского центра страны может не только привлечь сюда туристов и исследователей из-за рубежа, но этот статус может сделать официальной Грозный той платформой, на основе которой Россия сможет налаживать свои отношения с арабскими и другими мусульманскими странами. Собственно, это уже происходит. Рассмотрим всего лишь несколько эпизодов деятельности официального Грозного в развитии отношений с исламским миром. Во второй половине августа 2008 года Рамзан Кадыров совершает подряд несколько визитов на Ближний Восток, в Саудовскую Аравию и в Иорданию. При этом делается всего лишь один краткий перерыв, да и то лишь для того, чтобы провести миротворческий съезд в Гудермесе, опять-таки под лозунгом «Ислам, религия мира и созидания». Сам конгресс в Гудермесе собрал практически всех известных деятелей исламского мира. Визиты даже в Аравию и в Иорданию фактически поставили Рамзана Кадырова в один ряд с лидерами мировой мусульманской уммы, монархами Саудовской Аравии и Иордании, которые, кстати, к главе республики обращаются не иначе как брат. Отметим, оба монарха удостоили президента Чеченской Республики личной встречи в Мекке. Кадыров становится даже первым из россиян, который допускается к почетному ритуалу омовения Каабы. Эти и другие контакты главы Чеченской Республики с арабским миром являются знаковыми и говорят о многом. К примеру, все тот же приезд в нашу республику лидера Палестины Махмуда Аббаса. Тем не менее, отметим, что в ходе многочисленных визитов Рамзана Кадырова в страны Ближнего Востока и встреч с влиятельными лицами исламского мира становится задача не только некоего мостика от России к ближневосточной политике, но и задачи практического характера. Так, одной из задач визитов Кадырова на Ближний Восток, как и исламских форумов в Грозном, является представить мировой мусульманской общественности новой послевоенной республики. Республики, в которой восстановлен мир, идет активное строительство, и никто не преследует мусульман за веру, как это пытались преподнести так называемые лидеры экстремистов. Еще один не менее важный момент. Не секрет, что вооруженное сопротивление с начала второй чеченской кампании стало менее сепаратистским и более якобы религиозным. Так, свои диверсии и атаки члены НВФ в ходе второй кампании объединяют ничем иным, как частью глобального джихада. За их спинами начинают смутно угадываться ближневосточные мусульманские сообщества, откуда исходит финансовая, военная и моральная поддержка. Встретившись с ближневосточными монархами и именитыми богословами, в простой непринужденной обстановке Кадыров лишил ваххабитов ближневосточного козыря. Встретившись с ближневосточными монархами и именитыми богословами, в простой непринужденной обстановке Кадыров лишил ваххабитов ближневосточного козыря и всяческой поддержки. Именно после этих встреч Рамзан Кадыров признается ближневосточным миром лидером мусульман не только юга России, но и страны в целом. К слову, успехи в развитии исламского диалога, в налаживании мира на чеченской земле были закреплены на встрече с представителями чеченской диаспоры в Иордании, в ходе которой Кадыров обещал всеобщую амнистию всем, чьи руки не обогрены кровью, но по тем или иным причинам вынужден скитаться за пределами родины. Эти и другие шаги молодого чеченского руководителя позволили ему в кратчайшие сроки закрепиться на внешнеполитической арене и утвердиться в исламском мире. نوشق أم دو مسألة وديك ده هردو مسألة خذها هردو هنا جي وي داع بيشلو وي دابوس أبدين أعظم بيشلو وي أولا دون وي أستاذ وي بيسن يق وي دايش ليل نق وي داع وي أبو إن يخيجت وي داع وي مقع دونه ده الإيمان بيرت دون بوس أبناخ تم صوب بول دونه
Однако вернемся к вопросам соперничества Казани и Грозного за право быть исламским центром России, которое наметилось в ближайшие годы. В этой связи следует отметить, что Грозный фактически уже стал исламским центром ЮФО в целом. Об этом бесспорном факте говорит как непререкаемый авторитет официального Грозного в северокавказских республиках, так и постоянные консультации руководителей духовных управлений Юга России в Грозном и, самое главное, создание координационного центра мусульман Южно-федерального округа. Необходимо отметить и неплохую организацию развития в республике исламской медиасферы. Так, если Татарстан только задумывается о необходимости ее организации, то в Чеченской республике уже функционирует исламская типография, звукозаписывающая студия, запущена студия анимационных и документальных фильмов, проповедующих ислам, и не за горами собственная киностудия исламской ориентации. Ожидается, что и в сфере развития халяль-индустрии Чеченская республика в ближайшем будущем сможет конкурировать с тем же Татарстаном. Вспомним про строящийся завод по переработке рыбы и мясных продуктов, мощность которого, как ожидается, составит переработку более 30 тысяч тонн сырья в месяц, продукция которого будет вырабатываться именно по технологии халяль. Здесь особо важно отметить, что конечную продукцию завода планируется реализовывать не только в республике, но и по всей стране. Конкуренции и довольно серьезные претензии налицо. И здесь, наверное, стоит отметить, что Рамзан Кадыров, пожалуй, является единственным северокавказским лидером, понимающим глубинность и серьезность ситуации с приверженностью горцев к исламу. Именно с этим связана его политика по якобы частичной исламизации жизни в Чеченской республике, непреклонная борьба Кадырова с игровыми автоматами, настойчивые просьбы к женской части населения покрыть голову платками, к мужскому оставить курение и алкоголь, отстаивание многоженства, удаление клубнички с экранов и многое другое. Все это не прихоть молодого чеченца во власти. Это выстраданное осознание того, что без учета глубинной приверженности и ориентации кавказского горца на требования ислама ни о каком возрождении нации говорить не приходится. В прессе Кадыров как-то признался, что ислам в своем истинном виде практически ничем не противоречит российскому законодательству. И его законы даже намного строже, чем статьи Российского уголовного кодекса. Именно поэтому даже во времена Советского Союза ислам хоть и в скрытом виде оставался одним из мощных регуляторов общественных отношений на Кавказе и сохранял свой политический потенциал и претензии на присутствие в общественно-политической жизни региона. И поэтому историческое прошлое, исламский восточный потенциал чеченской столицы может стать тем решающим ресурсом, той плодородной почвой, на которой можно взрастить тот грозненский стиль. И мы его уже начинаем видеть. Таким образом, Грозный вполне имеет все объективные предпосылки для того, чтобы в ближайшем будущем стать мусульманским центром России и составить конкуренцию Татарстану. Это не просто честь, но и большая ответственность. Получается, что слова президента Чеченской республики «Центр мира» не случайны, и в каком-то смысле в ближайшем будущем Грозный станет не только административным и общественно-политическим центром Чеченской республики, но и одним из важных российских центров религии мира. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. На этой неделе в обзор ключевых событий апреля попали истории о том, как и почему Николай I отправил в отставку генерала Ермолова, прибытие на Кавказ Льва Николаевича Толстого, начало переселения первых чеченских семей в единоверную Турцию и отправка чеченского конного полка на русско-турецкую войну 1887 года. Хронология памятных дат истории Чеченской республики, возвращенной из небытия.
В апреле 1627 года вручена грамота царя Михаила Федоровича кумыкскому владельцу Айдемиру о принятии его в русское подданство. Владелец Айдемир никто иной, как сын султана Мота Эндерийского, который в начале 1604 года возглавил борьбу кумыков против войск Бутурлина и Плещеева. Уже через несколько лет после вручения грамоты в 1631 году Айдемир приносит присягу на верность российскому государству, а в 1633 году 6-й Курлутай, съезд кумыкских князей Мурзы Черного Люда, в Эндирее утверждает его наследником Шаухала Эндириевского. Айдемир Шаухал Тарковский правил недолго, всего 8 лет. Погиб в 1841 году в сражении на реке Малки в ходе совместного похода кумыкских и русских войск на Кабарду. В апреле 1827 года генерал Ермолов, известный своей жестокостью в ходе Кавказской войны, отстранен с должности наместника Кавказа. Чуть ранее, 31 июля 1826 года, в поход на Кавказ двинулся персидский Мирза Аббас. Это нападение оказалось для Ермолова полной неожиданностью. Николай I посылает на Кавказ генерала Паскевича с задачей принять командование Кавказским фронтом. Как и следовало ожидать, за этим назначением последовали 6 месяцев интриг и взаимных обвинений. Уже в марте 1827 года Ермолов подает в отставку с мотивировкой по домашним обстоятельствам, а 16 марта этого же года главнокомандующим отдельным Кавказским корпусом назначается генерал Паскевич. 9 марта 1827 года Ермолов покидает Тифлис, а его место окончательно занимает Паскевич. Рассказывают, что, отойдя от государственных дел, генерал Ермолов собственноручно переплетал книги своей библиотеки и приводил в порядок свои мемуары. В конце 1851 года в Чечню прибывает известный русский писатель Лев Николаевич Толстой. На Кавказ Толстой приехал со старшим братом и пробыл здесь до 1854 года. Именно на Кавказе начинается его литературная деятельность. В Чечне он завершает свое первое произведение «Повесть детства», с публикацией которой и приходит писательская слава. Кавказ наложил глубокую печать и на личность и талант Толстого. Впоследствии он скажет, что Кавказ – это испытание силы и достоинства человеческого характера с одной стороны и восхищение бытом кавказских народов, не знавших крепостного гнета, с другой. Следует отметить, что Толстой остается одним из наиболее любимых чеченцами русских писателей. К примеру, несмотря на то, что в результате 2 войн культуре республики нанесен неповторимый ущерб и почти не осталось памятников, памятник Толстому в станице Старогладковская Шелковского района, где когда-то начиналась дружба офицера Льва Николаевича Толстого, сохранился. Здесь же находится музей писателя, который удалось отстоять местному населению. В апреле 1861 года, уже после окончания Кавказской войны, первые 500 чеченских семейств, спровоцированные царскими агентами, выступили с инициативой переселения в единоверную Турцию. Возможность такого выселения кавказское начальство рассматривало уже с 1863 года. С подачи властей организатором переселения выступил отпрыск из семьи Алдара осетин Муса Кундухов, который под этот проект тайно получил от властей крупные денежные средства. В течение нескольких лет в общей сложности было переселено около 5000 чеченских семей, земли которых правительство впоследствии отобрало в казну, превратив их в государственный земельный фонд. В сентябре 1868 года, после долгих лишений и мытарств, обманутые переселенцы предпринимают отчаянную попытку пересечь границу и вернуться на историческую родину. Однако восстание было жестоко подавлено османской армией. Карьера же Кундухова в Турции сложилась весьма удачно, чего нельзя сказать о людях, которые он подтолкнул к переселению. В апреле 1877 года на закавказский участок русско-турецкой войны отправляется первый чеченский конный полк. Ввиду настойчивых заявлений горцев о готовности оказать посильную помощь в русско-турецкой войне, командованием принимается решение о создании дополнительных и регулярных полков. В эти полки набираются молодые люди известных фамилий и опытные бойцы, прослужившие в силовых структурах Тверской области. Чеченский конный и регулярный полк из чеченцев Грозненского, Аргунского, Веденского округов Тверской области создается в январе 1877 года. Офицерские кадры набираются, как правило, из привилегированного сословия горцев. Так в полку отслужили известный этнограф Умалат Лаудаев, Адиль Алхазов, Барахан Таймазов, Булат Яндаров и другие. Полк принимал участие во многих сражениях, в том числе и в блокаде крепости Карс. Участвовали чеченцы также в боях за Горный, Телиш, Плевну и Правец. За храбрость и воинскую доблесть, проявленные в этой войне, чеченскому полку присуждено Георгиевские знамя с надписью «За отличие».
До Октябрьской революции добыча нефти в Чечне в основном велась иностранными трестами. До Октябрьской революции добыча нефти в Чечне в основном велась иностранными трестами, которые располагали, помимо крупных капиталов, еще и лучшими научно-техническими кадрами и более высокой материальной базой. В Грозном утвердились крупнейшие мировые нефтяные тресты: Royal Dutch Shell Transport, Русская генеральная нефтяная корпорация, Товарищество братьев Нобель. Видную роль играла и крупная бельгийская фирма Ахвердов и К. Во главе которой стоял известный в деловых кругах и связанный с Ротшильдом антверпский банкир Ветер Кейн. Будучи комбинированным предприятием, нефтяные промыслы, заводы, нефтепроводы, электростанции, большой земельный фонд, фирма являлась монополистом во многих областях хозяйственно-экономической жизни района. На этом предприятии в апреле 1910 года прошла забастовка рабочих этой нефтяной фирмы, которые требовали более достойных условий труда и оплаты. Принято считать, что именно эта забастовка и положила начало революции на Тереке. В апреле 1919 года добровольческая армия Деникина предприняла в Чечне общее наступление по всему фронту и подступила к селу Алханюрт. После длительных и кровопролитных боев Алханюрт пал. По свидетельству очевидца знаменитого Алханюртовского сражения, вся северо-восточная часть аула представляла сплошное море огня. В ходе боя во многих местах на окраине аула закипали короткие рукопашные схватки. Отдельные чеченцы криком «Аллах Акбар» бросались шашками и кинжалами в руках на целые группы пластунов. После взятия аул был предан огню и горел всю ночь и следующий день, освещая чеченскую равнину. Подводя итоги спецоперации марта-апреля 1919 года в Чечне, белогвардейское командование отмечало: если припомнить детали боев с чеченцем, то и в данном случае чеченцы проявили дух своих предков. Алханюрт стал нам дорого, но несоразмеримо он стал и дороже чеченцам. 25 апреля 1945 году на реке Эльбы прошла знаменитая встреча союзников по антигитлерской коалиции. Первым из советских военнослужащих, встретивших американские войска, стал командир кавалерийского полка подполковник Маулад Висаитов. Маулид Висаитов – профессиональный военный. За годы войны Висаитов прошел боевой путь от Терека до Эльбы. Командовал 255-м отдельным чечено-ингушским кавалерийским полком и 28-м гвардейским полком. К званию Героя Советского Союза представлялся в июне 1945 года, однако звание было присвоено посмертно только в мае 1990 года. В представлении Висаитова перечислены его военные заслуги: взятые города и населенные пункты, более 3500 пленных, 1000 освобожденных из фашистских концлагерей. Среди наград Висаитова не только ордена и медали СССР, но и награды Польши, Венгрии, Чехословакии, а также американский орден Легион Чести, перед которым встают президент и сенаторы США. После отставки полковник Висаитов работал заместителем министра внутренних дел республики. Умер 23 мая 1986 года. В первой половине 1994 года еще остается надежда на мирное разрешение чеченского кризиса. В январе Борис Николаевич Ельцин заявляет о том, что основой для урегулирования отношений могут стать проведение в Чеченской Республике свободных демократических выборов и переговоры по разграничению полномочий. Уже 14 апреля Ельцин дает правительству поручение провести консультации с Грозным и на их основе подготовить договор. Однако уже в начале лета в Грозном происходит столкновение между сторонниками и противниками Джохара Дудаева. Так, 2 июня отряд Руслана Лабазанова совершает вооруженный налет на Дом радио, а 12 июня состоится митинг вооруженных сторонников оппозиции, предъявивших политические требования. Все это дает федеральному центру повод решить чеченский вопрос силовым методом. 8 июня заместитель директора ФСК генерал-майор Савастьянов направляет Шахраю совершенно секретное письмо с предложением по Чеченской Республике. В Грозном прошло заседание Народного собрания парламента Чеченской Республики, на котором прошло рассмотрение выдвинутой президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым на пост председателя правительства Чеченской Республики кандидатуры Одесса Байсултанова. В ходе заседания депутаты единогласно проголосовали за предложенную на пост премьера кандидатуру. В своем коротком выступлении перед депутатом Байсултанов отметил, что выдвижение его кандидатуры на должность председателя правительства Чеченской Республики он расценивает как знак доверия со стороны президента Чеченской Республики. Отвечая на вопросы журналистов, Одесс Байсултанов подчеркнул, что после такого инициативного предшественника, как Рамзан Кадыров, ему будет достаточно сложно выполнять свои профессиональные обязанности, но сделает все, что от него зависит, чтобы достойно продолжить начатую им работу по возрождению Чеченской Республики. До Первой Чеченской войны на улице Субботика в Грозном стоял скромный дом с мемориальной доской, на которой было написано: в этом доме в сентябре 1885 года родился выдающийся композитор современности Абдулмуслим Магомедович Магомаев. В
Кто он и откуда один из первых профессиональных чеченских композиторов? И почему это имя несколько затерялось в аналах чеченской истории? Рубрика «Жизнь замечательных людей» с рассказом о птенцах гнезда Магомаева. В России, далеко за ее пределами, хорошо известно имя нашего современника, певца и композитора, долгие годы остававшегося бесспорным кумиром любителей музыки второй половины прошедшего века Муслима Магомаева. Немногие знают, что имя свое знаменитый певец получил в память о деде, а дед Абдулмуслим Магомаев, старший, выдающийся музыкант своего времени, заложивший основы профессиональной музыкальной культуры Азербайджана, по происхождению был чеченцем. Семья Магомаевых и старых атагов, как свидетельствуют архивные материалы, была многодетной. Глава семьи Магомед был кузнецом-оружейником. Он вместе с женой воспитал 3 сыновей – Магомеда, Джажамал-эдина и Абдулмуслимбека. Ярко одаренной личностью был и старший из братьев Магомаевых Магомед, прекрасно игравший на гармонии и на флейте. Он был душой семьи и отличался огромным обаянием, большими способностями и тягой к различным видам искусства. Учащийся Грозненской городской школы, он был руководителем ученического оркестра, постоянно выступал в драматических инсценировках и преподавал европейские и восточные танцы. С юных лет Магомед Магомаев увлекался и фотографией. Его увлечение рисованием было замечено школьным руководством, рекомендовавшим одаренного юношу в художественное училище Петербурга. Но родителям пришлось отказаться от мысли увидеть Магомеда художником-профессионалом, так как материальное положение семьи находилось в крайне тяжелом состоянии. Именно Магомед оказал большое влияние на Абдулмуслима и первым приобщил его к музыке. Маленький Абдулмуслим, рано научившийся играть на восточной гармонии и охотно подбиравший на ней народные мелодии, также отличался тонкой музыкальной одаренностью. В народной памяти и истории музыкально-песенной культуры горцев Северного Кавказа старший из братьев Магомед Магомаев остался как самодеятельный гармонист и композитор, автор знаменитой молитвы Шамиля, известной также по другому фольклорному названию как «Танец Шамиля». Известный чеченский писатель и общественный деятель Халид Ашаев указывал, что сочинена она Магомедом в чеченском ауле Шатой под сильным впечатлением от рассказов стариков на сюжет предания об имаме Шамиле. Говорят, однажды войско имама оказалось в окружении, из которого не было надежды выйти, и тогда Шамиль придумал, как поднять дух своих воинов. Он в первую очередь помолился, а затем по его приказу заиграла музыка. И сам имам Шамиль, жестоко преследовавший всякие развлечения, начал искрометный танец. Его танец увлек всех, а в самый разгар пляски был дан приказ к атаке. Соратники Шамиля отчаянно сражались и вырвались из окружения. Считается, именно поэтому молитва Шамиля состоит из 2 частей. Первая – грустная и торжественная, вторая – озорного танцевального характера. Сама же молитва Шамиля обессмертила имя ее создателя. Музыка эта получила широкое распространение по всей России и даже Европе, куда ее занесли эмигранты из России после революционной волны. Как указывают очевидцы, в 20-е годы после революции в Европе не было ни одного кафе Шантана или ресторана, где бы не звучала молитва Шамиля. Была она весьма популярна и весь советский период. Вот такой неизгладимый след в народной памяти и истории музыкально-песенного творчества наших народов оставил замечательный музыкант и самодеятельный композитор Магомед Магомаев-старший из птенцов атагинского кузнеца. Абдулмуслим Магомаев, дед нашего современника Муслима Магомаева, заложивший основы профессиональной музыкальной культуры Азербайджана, родился 5 сентября 1885 года в селе Старые Атаги. Еще ребенком Муслим научился играть на гармонии, пытался подбирать на ней народные мелодии. В годы учебы в Грозненской городской школе он овладел игрой на скрипке и принимал участие в школьных концертах. В 1899 году он окончил школу и был определен в Закавказскую учительскую семинарию в Горе. Здесь Муслим с увлечением изучал русскую и западную музыку, научился играть на кларнете, а когда при семинарии были организованы струнные и духовой оркестры, Абдулмуслим был выдвинут в помощники капельмейстера оркестра. В начале июня 1904 года Муслим Магомаев с отличием окончил семинарию. Уже в 1905 году он уезжает в Тифлис, где и женится на выпускнице Александровского женского училища Багдагуль Джамал Терегуловой, с которой он дружил еще с периода своей учебы в Горейской учительской семинарии. Семья казанских татар Терегуловых принадлежала тогда к известным и прогрессивным интеллигентским кругам Закавказья. Пригласил Абдулмуслима в Азербайджан и помог ему с переездом его друг Узейр Гаджибеков, как оказалось впоследствии навсегда. Вся дальнейшая жизнь и творческая деятельность Магомаева отныне будут связаны с Азербайджаном. Следующим этапом в жизни композитора стала преподавательская деятельность в Баку. Кроме этого, Магомаев ведет внешкольную работу, обучает учеников музыке.
В этот период он принимает также активное участие в создании музыкального театра. Наряду с административной работой Магомаев является и постоянным дирижером театрального оркестра. В 1920 году Магомаев возглавил отдел искусства наркопроса Азербайджанской ССР, а в 1924 одновременно является дирижером и художественным руководителем оперного театра. В 1929 году Абдулмуслим Магомаев назначается руководителем Азербайджанского радиоцентра. Первое крупное произведение, оперу «Шах Исмаил», композитор создает в 1916 году. Это произведение до сих пор пользуется неизменной любовью в Азербайджане. Работу над оперой Магомаев начал, ознакомившись с народной легендой о Шахе Исмаиле, которая и легла в основу сюжета оперы. С конца 20-х и до начала 30-х годов композитор создает 15 пьес для симфонического оркестра. Трудно сказать, как бы сложилась его творческая судьба на родине, в Терской области. Понятно, что Муслим Магомаев-старший опережал время своим громадным талантом. Он был запрограммирован на симфоническую музыку, на произведение больших форм. А на тот период ни в Чечне, ни в Дагестане, ни на всем Северном Кавказе его талант и творчество не могли быть сполна востребованы. Умер Абдулмуслим Магомаев в 1937 году, по официальной версии от скоротечной чехотки. Однако есть основания полагать, что Магомаев был репрессирован и расстрелян. Кстати, и местом его кончины был не Баку, а Нальчик, где в конце 30-х было организовано несколько пересыльных тюрем для политически неблагонадежных, значительную часть которых составляли именно чеченцы. Третий из птенцов гнезда Магомаевых, Муслим Магомедович Магомаев-младший, приходится внуком Абдулмуслиму Магомаеву. Муслим Магомаев-младший родился в Баку 17 августа 1942 года. Отец Муслима, Магомед, в конце 30-х работал в Грозненском драматическом театре художником. В 1940 году, когда при ГИТИСе создается чеченская студия, его зачисляют туда одним из первых. В самый канун войны Магомед женился на слушательнице Адыгейского потока института красавице Айшет. Тамадой на их свадьбе стал односельчанин отца Магомета, известный чеченский драматург Абдулхамид Хамидов. Имя ребенку дали в честь деда, великого азербайджанского композитора, который одним из первых в своей музыке начал сочетать классические и народные традиции. В 1941 Магомед уходит добровольцем на фронт, и Муслим родился, когда отец уже воевал. Магомед Магомаев погиб в 1945 возле города Кастрин, который на тот период находится на территории Германии. Его прах покоится там же, в братской могиле. Большое участие в воспитании и судьбе Муслима принял его дядя Джамайлдин Магомаев, крупный государственный деятель Азербайджана, в 60-е годы XX века работавший полпредом Азербайджана в Москве. Когда чеченцев, репрессированных в годы войны, реабилитировали и разрешили вернуться в родные места, Муслим уже набирает популярность именно как азербайджанский певец. Видимо, это устраивает и самого артиста. Его неоднократно приглашали перебраться на постоянное жительство в город Грозный, но под разными предлогами он уклоняется от этих предложений. После того, как однажды он во всеуслышание заявил «Я не чеченец, я азербайджанец», приглашать перестали. До Первой Чеченской войны на улице Субботников стоял скромный дом с мемориальной доской, на которой было написано: «В этом доме 5 сентября 1885 года родился выдающийся композитор современности Абдулмуслим Магомедович Магомаев». Говорят, что дом этот все стоит, только вот таблички на ней уже нет. Так тихо и незаметно проходит земная память. Талант птенцов гнезда Магомаевых был поистине многонациональным и выходили далеко за пределы Чечни, но истоки этого незаурядного таланта зародились и остались в далеком чеченском селе Старые Атаги. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Увидимся в следующую субботу.